Здравствуйте, в эфире новости на телеканале Челны ТВ, в студии Елена Камалова. Сейчас вашему вниманию краткий обзор основных тем. Медработникам вручили ключи от квартир. Какую помощь еще им оказывают? В Автограде волонтеры вяжут теплые носки для военнослужащих. Желающих приглашают присоединиться. В Набережных Челнах стартовала декада старшего поколения. Какие мероприятия пройдут в городе? Тут такое дело. Спектакль с таким названием покажут в Татарском драмтеатре. Решили вопрос с жильем. Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев вручил ключи медработникам от их временных квартир. Напомню, власти города приняли решение отремонтировать жилплощади проблемного дома 5101. Челнинцев аварийного подъезда переселили более 15 лет назад. С тех пор эти квартиры пустовали. Кому достались ключи и на какую помощь могут рассчитывать медработники из других регионов России, расскажем в первом материале выпуска. Первыми ключи от временных квартир получили супруги Зайнуллины. Глава семейства Ильдар, врач-рентгенолог, трудится в горбольнице номер 5. Его супруга Эльвира – кардиолог. Она работает в госпитале для ветеранов войн. В Набережные Челны семья переехала в начале года. Спасибо мэру города за то, что вручил нам ключи за квартиру. Спасибо. Очень-очень приятно. Конечно, то, что заботится о врачах, думает о нас, не забывает. Кроме Эльвиры и Ильдара, ключи от служебной квартиры получила Альфия Салимгареева. Молодой специалист с июля работает в должности врача-педиатра в детской поликлинике номер 6. Она переехала из Уфы и не исключает, что в Автоград позовет и своих коллег. Есть такая возможность получить служебную квартиру, почему бы и нет. И поликлиники здесь очень-очень даже хорошие. Город мне очень нравится. Просто свободный, хороший, и люди здесь очень хорошие, пациенты все очень добрые и отзывчивые. Решился квартирный вопрос и Сахирджона Набиева. Он врач-анестезиолог-реаниматолог. С июня трудится в перинатальном центре КДМЦ. Как признается доктор, Набережные Челны ему напоминают родной город Душанбе. Ему здесь очень нравится, он готов работать во благо Автограда. К тому же теперь есть и квартира, хоть и временная. Во время получения ключа у меня была эмоция. Вот сейчас не могу свою радость передавать своими словами. Не все могу выразить. Поэтому огромное спасибо за руководство города. Служебные квартиры не только отремонтированы, в них есть и мебель. Семья из нескольких человек проживает столько, сколько это необходимо до получения жилья по социальной ипотеке. Уплачивает за квартиру только коммунальные услуги. Никакой арендной платы муниципалитет с проживающего доктора не берет. Пока выделено 10 служебных квартир. Кстати, медработники, которые приезжают из других регионов России, получают 800 тысяч от республики и 200 тысяч от Набережных Челнов. Эльмира Гайнудинова, Ленар Султанов, новости Челны ТВ. Без внимания не остались и учителя, и воспитатели. Мэр Наиль Магдеев поздравил педагогов в канун их профессионального праздника. День учителя отметят 5 октября, но пока самые лучшие представители своей профессии получили заслуженные награды. Мероприятие прошло в школе номер 62. С работниками сферы образования встретилась съемочная группа телеканала Челны ТВ. Лариса Сорокина работает учителем русского языка и литературы почти полвека. В 1983 году у нее был первый выпуск. Как признается педагог, было страшно, все-таки первый раз. Она уже и не помнит, сколько учеников выпустила, но за каждого школьника всегда переживает. Подряд было 2 года подряд 100-бальники. Последний раз 98, обидно. Третий был. Одну запятую девочка не туда поставила, и получилось 98 баллов. Так что запятая – это очень важно. Лариса Денисовна в 79-80-х годах была моим первым учителем русского языка. Благодаря ее профессионализму я решила тоже стать педагогом. Очень много проводила времени с нами, с детьми. И походы, и строевые песни, и родительские собрания. И этот же класс мы ремонтировали вместе с родителями. Лариса Сорокина стала одной из тех, кого наградили. Признание заслужили учителя и педагоги школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, спортшкол. И многие признаются, что до сих пор помнят некоторых выпускников. Я помню Сережу Козлова очень хорошо, потому что он такой был, самый такой шустрый мальчик. Я его запомнила. Обычно же такие мальчики запоминаются, дети, которые самые шустрые, хулиганистые. Хулиган, он работает, кстати, не поверите, он работает в полиции.
В Набережных Челнах для всех учителей и педагогов организуют праздничные мероприятия. Так, 6 октября мероприятие состоится в ДК «Энергетик». Городская акция «Поздравь учителя» пройдет с 26 сентября по 10 октября. Эльмира Гайнудинова, Ленар Султанов. Новости Челны ТВ. Челнинцы активно помогают мобилизованным. Впереди зима, и активисты уже начали вязать шерстяные носки. Среди волонтеров Энже Гарифулина и Светлана Карпова. Первый заказ они планируют отправить в госпиталь в Белгородской области. Сейчас челнинки просят помочь им с шерстью. Подробнее в нашем сюжете. Кто чем может помочь? Кто-то вязанием, кто может финансово помочь, мы им тоже рады будем. По словам Энже Гарифулины, она очень хотела помочь солдатам, но не знала как. Тогда челнинка решила связать для них носки. На одну пару уходит примерно 4 дня, говорит Энже. Муж выступает в качестве модели, чтобы не ошибиться с размером. Но одной большой партию не связать, поэтому она начала искать помощников. Создали в телеграм-канале группу, собрали девчонок, все по своим каналам, все, кого в мамочкинских группах кинули клич, ВКонтакте кинули клич. И все вот потихоньку к нам волной приходят. Опыт в этом деле не обязателен, говорят волонтеры. Главное – желание помочь. Они готовы научить вязать. На сегодняшний день активисты уже подготовили около 30 шерстяных тапочек и носков. В ближайшие дни надеются довести число до 50. Планируем дальше вязать снуды, шапки. Кто-то вяжет жилеты. Есть девочки, которые вяжут сами. Есть девочки, которые приносят пряжу. Есть, которые пересылают деньги, и мы на эти деньги покупаем пряжу. На одну пару носок уходит в среднем 2-3 дня, и пряжа уходит 1,5 мотка. Пряжа сейчас дорогая, и, скорее всего, цена поднимется, поэтому будем очень рады, если кто-то нам сможет помочь. За 3 дня к челнинкам присоединились около 300 желающих помочь. Сейчас им необходима шерсть. Первую партию вязаных носков активисты планируют передать в госпиталь в Белгородской области. А чтобы военным и врачам было не только тепло на ногах, но и в душе, в каждое связанное изделие они кладут леденцы и письма. Резида Шаймарданова, Ленар Султанов. Новости Челны ТВ. За день в нашу редакцию поступило несколько народных новостей. Озвучим некоторые из них. Жители дома 35/9 жалуются на то, что днем светят фонари. Кто будет за это платить, интересуются челнинцы. А жители 65-го комплекса негодуют из-за лужи на тротуаре. Чтобы подойти к остановке, приходится идти по проезжей части, а это небезопасно, говорят пешеходы. Жительница дома 49/21 жалуется на отсутствие капитального ремонта в многоэтажке. Трубы в квартире давно неисправны. И челнинка боится, что затопит соседей снизу. На место выехала моя коллега Христина Балабанова. Вот отсюда течет у меня. Я уже просила вот это менять. Сколько раз хотела. Гулисан Вардинова неоднократно обращалась к коммунальщикам с просьбой заменить трубу отопления, но каждый раз получала в ответ лишь обещания. А между тем вода уже начала просачиваться. Чтобы остановить нескончаемый поток воды, хозяйке квартиры пришлось придумать самостоятельно вот такое вот сооружение и заткнуть дыру в потолке ватой и тряпками. Но помогает это лишь на время. Гулисан Вардинова утверждает, что готова заплатить за замену трубы. Мы сами меняем на свои деньги. А вот капитальный ремонт они не хотят. И вот это шов, мы вот этажом уже ходили, чтобы шов сделали с 7-го этажа. Они не делали. Коммунальщики уверяют, жалоб и заявок от жительниц не поступало, поэтому о проблеме они не знали. Сегодня при обследовании инженерного оборудования выяснилось, что пенсионерка общалась с сантехником, который длительное время уже не работает в управляющей компании в ЖЭУ-51. На металлическом трубопроводе установлен временный хомут. Коммунальщики обещали в ближайшее время решить проблему. Христина Балабанова, Ленар Султанов. Новости Челны ТВ. К другим темам. 4 года назад жизнь маленького Рузаля разделилась на до и после. В 2018 году ему поставили диагноз – острый лимфобластный лейкоз. Из жизнерадостного ребенка он превратился в мальчика, борющегося за жизнь. И помочь ему в этом может каждый. Как именно? Об этом расскажем прямо сейчас. Рузаль уже прошел несколько курсов химиотерапии и пересадку костного мозга. Казалось, все самое страшное позади. Но через год случился рецидив. Спасти мальчика можно, турецкие врачи готовы провести операцию, но она слишком дорогая. Прошу вас, помогите нам. Рузаль, он очень общительный, у него очень много друзей. У него очень доброе сердце, он очень хочет вырасти.
Он хочет вырасти, открыть свое кафе и в нем кормить всех нуждающихся. Операция тяжелая, и сумма за нее составляет $300 тысяч. Мама Рузаля не отчаивается и надеется на помощь неравнодушных. Помочь семье может любой желающий. Номер телефона родителей вы можете увидеть на экране. Домой хочу. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. «21 октября. Органный зал. Финалисты телепроекта «Голос» Эмиль Кадыров, Алла Рид и Шарип Умханов в вокально-театральном проекте «Голоса Градского». Требуются уборщики и дворники. Зарплата 66 тысяч рублей. Телефон 8 916 598 64 90. «Синий трактор» едет к вам! Музыкальная интерактивная сказка. Максимум игр под любимые песни «Синего трактора». 4 октября. ТК КамАЗ. Бывают моменты, которые нельзя упускать. Откройте вклад до 1 октября в Акбарсбанке и выиграйте повышенную ставку 20% годовых. Подробнее на akbars.ru. 16 октября. Концертный зал Сары Садыковой. Гитарист-виртуоз Дидюля. Вы смотрите новости, мы продолжаем. В Набережных Челнах стартовала декада старшего поколения. 1 октября отмечается Международный день пожилого человека. В Автограде запланировано свыше 50 крупных мероприятий. Об этом сообщил заместитель руководителя исполнительного комитета Рамиль Халимов. О том, что организовано для пожилых людей, более подробно расскажет Резида Шаймарданова. Будучи ребенком, Анна Гильмеддинова любила петь, поэтому поступила в Елабужское культпросветучилище, а когда окончила его, то стала руководителем хоровых коллективов, основала не одну вокальную группу. Как признается Анна Максимовна, она смогла состояться только благодаря поддержке близких и людей, которые ее окружали. В этом помогали учителя. Сначала учительница начальных классов, затем учителя средней Черповской школы. С 5 класса по 10 жили в интернате и учились в средней школе. И там учителя также помогали становлению, постоянно приглашали на концерты как солистку. Анна Максимовна до сих пор продолжает заниматься творчеством. В этом году стала участником музыкально-поэтической группы «Лира». Она приходит с концертами в реабилитационные центры. Анна Гильмеддиновна также курирует общество слепых, где 5 октября будет концерт, посвященный людям почтенного возраста. В целом по Набережным Челнам запланировано проведение более 50 крупных мероприятий. Концертные программы пройдут во всех районах с 29 сентября по 6 октября. Городское мероприятие состоится 4 октября в 15 часов в ДК «Энергетик». Большое количество мероприятий для людей серебряного возраста пройдет в учреждениях образования, а также на предприятиях города, в учреждениях культуры и спорта и социальной защиты. Резида Шаймарданова, Кирилл Хабзей, Новости Челны ТВ. К поздравлениям старшего поколения присоединились и юные челнинцы. Так, воспитанники детского сада вместе с воспитателями вручили в пакетах свежеиспеченный хлеб. Стоит отметить, что пекли его малыши вместе с сотрудниками дошкольного образовательного учреждения. Ой, спасибо, это что, мне хлеб, что ли? Да. Ой, спасибо. Вот такая большая забота от самых маленьких. Данная акция уже стала доброй традицией. Малыши частного детского сада пекут хлеб, а после чего выходят на улицы города и угощают им бабушек и дедушек. Это не только благотворительное мероприятие, но и воспитательное. Чтобы они чувствовали, что о них заботятся, что их любят, что их чтут. И тем самым мы прививаем это для наших деток, которые ходят в наши детские сады, потому что все воспитание идет с детского сада. Пожилые люди смущаются, но признаются, что для них подобный жест стал приятной неожиданностью. Я вам сказал бы, такие акции бы каждый день были бы. Очень приятно, что все-таки заботятся о старшем поколении. Это очень приятно. Благодарны, конечно, что нас не забывают в такой... Хотя бы один раз в год нас не забывают. Спасибо большое. Не забыли малыши и про бабушек, которые не могут без помощи выйти на улицу. К ним ребята приходят сами и угощают мучными изделиями. Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, Новости Челны ТВ.
Труппа Татарского драматического театра готовит серию поэтических документальных постановок, рассказывающих не только о творчестве, но и о судьбах поэтов. Первый на очереди Хасан Туфан в постановке «Тут такое дело». В закулисье побывала наша съемочная группа. В спектакле «Тут такое дело» отображена судьба и творческие прорывы Хасана Туфана, а также документально подчеркнутые события, произошедшие с поэтом. Тонкой нитью выделена любовная линия Луизы Салиасгаровой, чья трагическая судьба, любовь и преданность к своему супругу Хасану сопоставима с эпосами всех времен и народов, таких как «Такир и Зухра», «Лейла и Мажнун», говорят актеры. Она все сделала, чтобы мужа спасти, чтобы он остался жить на свете. И кровь сдавала, и волосы, и сама даже не ела, а посылала посылки. И что я хочу сказать зрителям, что можно пережить все. Нужно иметь терпение и огромное сердце. Идея создания серии поэтически документальных постановок родилась во время одного из заседаний. Тогда писатели из Набережных Челнов и Казани совместно с педагогами выразили пожелание воссоздать на площадке Татарского драмтеатра рассказы не только о творчестве, но и о судьбах великих татарских поэтов. В спектакле используются его самые популярные стихотворения. Также прозвучат песни на его стихотворения. Это одна из них «Ки Казлар», ну и, конечно же, любимый всеми «Әйткен идің, әгәр сүйе қалсаң, сүйбары тик миннән яхшыракны». Следующими на очереди в серии постановок «Тут такое дело» будут спектакли о жизни и творчестве поэтов Хади Такташа и Фатиха Карима. Их покажут челнинцам на сцене Татарского драматического театра. Лилия Гатина, Сергей Вильданов. Новости Челны ТВ. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Впереди вас ожидает прогноз погоды, а также новости на татарском языке. А я с вами прощаюсь. До встречи на нашем телеканале.